Добрый день, уважаемые гости. Сегодня вас приветствует Институт развития образования, и мы в рамках празднования 1 июня, Дня защиты детей, проводим мастер-класс для родителей и детей. К нашему мастер-классу могут присоединиться все желающие, потому что тему, которую я сегодня предлагаю, она не определяет возраст участника, то есть это задание будет исполнимо для всех, кто пожелает выполнить данное упражнение. Тема нашего мастер-класса – это рисование цветочной поляны. У меня уже здесь есть заготовочки, я приготовила, собственно, какое будет у нас задание. Мы сегодня выполним цветы. Нам понадобится два, в общем-то, художественных материала. Для выполнения этого задания нам понадобится акварельные краски. Вот здесь у меня есть набор акварельных красок, если вы видите, он уже подготовлен. Для того, чтобы краски ваши были послушными и они вам подчинялись и давали тот эффект, который мы хотим сегодня сделать, их необходимо смочить предварительно. Если вы условно продвинутые участники художественных различных мастер-классов, то можно использовать акварельные краски в форме тюбиков. Это краски уже более готовые, они жидкие, и их легче разводить водой, чем, собственно, краски в кюветах. Кроме того, то есть это будет у нас основная часть работы, когда мы будем намечать, собственно, цветочную поляну. Для доработки нам понадобятся графические материалы. Вот здесь у меня есть коробка воскомасляных мелков Сонет. Их можно использовать, они очень хорошо дают эффекты выполнения работы уже по высохшей бумаге, когда, собственно, бумага высохнет. И еще я представила материалы, это акварельные карандаши. То есть, обратите внимание, они напоминают обычные карандаши, но на самом деле эти карандаши работают по влажной бумаге. То есть они используются в тех случаях, когда нам нужна доработка, но нужно сохранить мягкость, плавность перехода, отсутствие сильных контрастов, то можно использовать вот такой материал акварельные карандаши. Карандаши я взяла двух видов, собственно, мне не надо много красок. И я взяла, вот видите, у меня зеленые, два зеленых и два желтых карандаша. То есть можно, в принципе, любой из этих материалов использовать. Что еще нам понадобится? Нам обязательно понадобится баночка с водой, тряпочка для того, чтобы высушивать кисточки. Набор кистей у меня достаточно большой. Обратите внимание, что у меня их несколько. Тонкие кисточки я буду использовать, собственно, для выполнения работы. Вот эти не тонкие, а мягкие кисти, вот как белочка, вот такие мягкие кисточки я буду использовать для самой работы. А для того, чтобы приготовить краски, мне понадобятся более жесткие кисти. Это синтетические кисти. Они нужны для того, чтобы я могла подготовить колеровку. Сейчас я готовить колеровку не буду, потому что я уже ее приготовила для вас. На самом деле мне надо было в воде развести одну из красок. Вот нам понадобятся какие краски. Вот если вы видите, у меня есть желтая краска. Она разведена до состояния такой, он достаточно густой колер, но он в жидком состоянии. Я сделала оранжевую, она здесь напоминает больше алый цвет, такую голубого-синего цвета и зеленую краску. То есть основные краски, которые мы чаще всего используем. Я могу еще показать, как, в общем-то, эта краска разводится, чтобы вы знали, как выполняется эта работа. И еще один инструмент, вдруг он вам пригодится, это вот обычная коктейльная трубочка. Коктейльная трубочка, в которой можно получать эффекты выполнения. Вот у меня травинки, которые здесь есть, они выполняются методом выдувания. И, собственно, я обычно не использую коктейльную трубочку, но для детей можно эту трубочку дать, чтобы кляксочка правильно двигалась и шла. То есть хорошо использовать коктейльную трубочку. Так, для того, чтобы развести краску, вот у меня получился оранжевый очень алый. Я сделаю оранжевый, чтобы он был не такой алый, я возьму густую, то есть я возьму жесткую кисточку и просто вот набрала, и в этой баночке я эту краску развела. Краска получается достаточно густой, насыщенной,
То есть это сложности в исполнении этой краски нет. И если мы сейчас посмотрим, то вот этот цвет, он отличается от алого цвета. И нам, собственно, нужны цвета для выполнения работы. Это вот теплые. Синий и зеленый будут у нас цвета для создания, в общем-то, фона. Ну и так, приступим к работе. Все понятно, какую я использую бумагу. Я использую акварельную бумагу. Бумага достаточно плотная. Если я ее проведу, чувствуете, она прямо вот так бьет сильно, потому что она специально для акварели. Особенность этой бумаги в том, что она у вас очень хорошо будет впитывать воду, влагу и очень хорошо будет растекаться по ней краски. Если вы работаете с детьми, то можно использовать бумагу акварельную, специально в наборах акварельную, но никак не рисовальную. То есть то, что продается в рисовальных альбомах и в рисовальных, она не подходит для таких вариантов работ. Поэтому постарайтесь, чтобы вы получили истинное удовольствие от того, что вы делаете, постарайтесь подобрать бумагу хорошую. Что надо сделать? Вот у меня есть заготовочка, то есть мне надо в первую очередь смочить бумагу. Должна еще сказать, что обычно мы делаем такую работу на стекле. Сегодня у нас стекла нет, у нас сегодня я сделала вот такую заготовку, вы тоже можете ее сделать. То есть я взяла обычный формат картона и обклеила его скотчем. То есть он дает эффект такой пленочки. И здесь по этой поверхности можно работать как по стеклу. То есть ребенок со стеклом может обрезаться, а вот такая вот форма, она позволяет, в общем-то, для детского труда ее использовать. Что я делаю? Значит, следующий этап, мне надо смочить бумагу. Бумага очень хорошо смачивается. Она смачивается, я рисунок не наношу. Моя задача смочить лист бумаги. Сначала я смачиваю чистой водой, вот рукой. Можно использовать для этого губку. Сейчас я губку не использую. Лист должен быть смочен очень хорошо. Он должен пропитаться водой. И, то есть я сначала обратную сторону бумаги смачиваю. Затем я ее переворачиваю и начинаю смачивать внешний край бумаги. Что происходит? При смачивании той и другой стороны бумага, она как бы приклеивается к поверхности, она становится, она растягивается, то есть я ее вот таким образом, лишнюю бумагу я удаляю. Для того, чтобы бумага впитала воду, нужно подождать 1-2 минуты, потому что у меня бумага достаточно плотная. И чтобы впитала она воду, то есть она сделана на основе не целлюлозы, она сделана на основе ветоши. То есть вот специальные акварельные бумаги, они делаются на основе ветоши, а не на основе целлюлозы. И они достаточно плотные, но когда их смачиваешь, они становятся очень пластичными и хорошо на ней работать. И я, собственно, моя задача убрать часть воды. То есть вот видите, я вот такой ребром ладони часть воды убираю. И самое главное, что вот у меня есть тряпочка, я могу вот просто просушить, чтобы вода не текла. Я ее просушиваю. И еще раз ребром ладони как бы натягиваю бумагу на поверхности картонки заготовленной. То есть что происходит? Уходит часть воды. Но влажность бумаги сохраняется. Мне важно, чтобы у меня она была не очень такая вот мокрая, как мы говорим, чтобы лужи по ней были. А мне нужно, чтобы бумага была влажная. То есть не мокрая, а влажная. И вот сейчас, собственно, начинается у нас процесс. Я не хочу, чтобы сегодня мы рисовали, то есть нет необходимости в рисунке. Самый эффект это в том, что вы будете получать изображение при помощи кювета. Вот я еще раз обращаю внимание, я использовала из-под конфет такой набор, чтобы развести. Обычно у художника есть своя палитра кюветная, но чтобы разливать краску, палитра не подойдет, потому что нужно, чтобы кюветик был отдельный, чтобы вы его могли взять. И вот эту красочку, еще надо немного кисточкой потеребить, да, цвет, чтобы я могла ее лить. То есть я начинаю делать капельки.
Вот видите, краска начинает, я начинаю лить. Так как у нас время у нас сейчас поздняя весна и уже почти лето, то у нас очень много цветет одуванчиков. То есть практически мы сегодня рисуем одуванчиковое поле. Вот я так разлила, обратите внимание, пятнышки. И они начинают течь. То есть я могу добавить чуть-чуть сюда еще, чуть-чуть воды. Тогда цвет пятнышка будет более бледный. Но он все равно будет, то есть я развожу вот более бледный цвет. И вот если я вот сюда рядышком вот положу, вот смотрите, вот видите, оно все равно растекается, яркость цвета есть. Ну, вот такие капельки разбросала по всему полю. Дальше мне хочется, чтобы работа, ну, как бы одуванчики, он стал интересным цветочком. И я начинаю в серединку красочки вливать. Обратите, вот сейчас вот, видите, я начинаю вливать оранжевую краску. Вот она вливается, и она начинает что? Видите, она начинает растекаться. Она растекается. То есть одуванчики у нас на первый взгляд кажется, что они оранжевые. Ой, желтые. На самом деле, если присмотреться к одуванчикам, цветов в них, оттенков цвета желтого очень много. Поэтому вот можно, собственно, еще добавить сюда желтый цвет. Вот у меня краска готова, я ее смешиваю. Да, и могу еще сделать как? Я могу при помощи кисточки, то есть не только капелькой, да, а при помощи кисточки вот просто положить в серединку. Лучше взять, конечно, более пластичную кисть. Эта пластичная кисть, она позволит больше набирать красочки на кисть, и, соответственно, она дает вот такие вот эти интересные подтеки. То, что краска течет, это хорошо. Собственно, интерес вот этой работы заключается в том, что мы немножко то есть вот сам эффект будет непредсказуемый. Хотя все равно узнаваться полянка может быть. Что еще можно? Вот я использовала две краски. Я могу подвигать немного краску. Посмотрите, я начинаю. Чем хороший еще планшет, у меня краска начинает в ней двигаться. Да? То есть я могу ее раздвинуть, как-то подвигать ее. И вот эти все подтеки, они получаются интересные. Если у меня слишком получается мало желтого, вот я беру снова красочку, уже кисточкой, готовую краску, и могу капнуть еще сверху желтый цвет. Только теперь уже у меня густой. Могу просто порисовать, могу вот так развести ее. И она вот будет у нас создавать эффект цветка. То есть я начинаю разводить цвет. То есть такие вот у меня все одуванчики у нас имеют условно вот такое вот, видите, вот состояние. Ну, немного, чуть-чуть можно капнуть, видите, вот красный цвет. Вот у нас получился основной эффект. Он должен будет высохнуть. Нам надо его подсушить. Если у вас времени мало, то просушивать можно при помощи фена. То есть я включаю фен. Да, и могу, собственно, вот смотрите, что происходит. То есть фен, он как бы еще и раздвигает краску. Сушит и раздвигает. То есть внутри еще красочка. То есть таким образом мы немножко уменьшаем количество воды. Подсушиваем. Видите, она так двигается. Вот таким образом можно подсушить. И можно, собственно, еще, пока у нас есть акварельные карандаши, и вот можно прямо акварельным карандашом, чтобы он работал, мне надо его смочить. Вот я смачиваю. И то есть я могу кружочки, вот посмотрите, смоченным карандашом, я могу очень
так, свободной такой линией, очень свободной линией. Такой, как обычно у одуванчика, у него есть лепестки, я могу нарисовать. Вот она, когда карандаш, он акварельный, становится акварельным, то он не царапает бумагу, он очень хорошо дает оттенок. Вот видите, вот. То есть вот я таким образом заполняю пространство, еще как бы ограничиваю контуры наших цветов. То есть какие-то у меня растеклись очень сильно пятна, они объединились между собой, где-то потерялись. И сейчас я при помощи акварельного карандаша, ну, конкретизирую, собственно, нашу композицию. Взгляд такой немного сверху на нашу цветочную поляну, поэтому цветочки разной величины. Вот видите, как они получаются. Очень интересно дает карандаш эффект. То есть можно и лепесточки поделать. Есть еще очень интересный прием, который вы можете использовать. Вот я использую обычную карту. И пока бумага влажная, я могу вот краешком, посмотрите, краешком этой карты выбрать часть краски. Чем удобна эта работа, потому что бумага не царапается, она только благодаря карте удаляется часть краски, она как бы сдвигается, краска. И получается того, что у нас есть желтые лепестки, есть светлые лепестки. Вот такой получается очень красивый эффект. То есть, по сути дела, эта работа очень интересная, дает эффекты. Вот видите, вот я буквально краешком карты. Можно вот так сдвинуть, то есть боковой поверхностью. То есть краска начинает расходиться. И она мягкая. Остаются акварельные эффекты, что очень важно в работе с красками, потому что... Почему все боятся акварель? Потому что она бывает чаще всего очень непредсказуема в своем исполнении. И вот эти боятся, что подтеки, вот я тут испорчу, вот я тут сделаю. Как раз это особенность этой краски, и она вот дает. Теперь смотрите, мне пока цветы высыхают, мне надо сделать полянку окружения. Полянку я буду делать при помощи зеленой краски. И я зеленую краску сильно капать не буду, я просто вот ее как-то вот так буду разводить. Вот видите, вот при помощи кисточки я вот там, где у меня цветы, я постараюсь, чтобы у меня краска не заходила. Если остаются белые участки, пусть они остаются. Я просто начинаю заливать оставшееся белое пространство зеленой краской. И когда одна краска вливается, вот обратите внимание, я прямо в оранжевый цвет начинаю вливать, они перемешиваются и создаются очень красивые переходы цвета, такой, который обычно, ну вот он сам по себе не получится. То есть это тут очень много зависит именно от бумаги и очень зависит от того, как краска течет. Так, как она течет, куда она течет, что она делает в своем движении по бумаге. И вот она получается вот такие. Интересно. То есть я заполняю все пространство. Края тоже надо, чтобы они не были видны. То есть я могу немножко добавить их внутри. Вот посмотрите. То есть, и, собственно, уже видно, что наша полянка, она начинает у нас как бы врастать. У нас появляются цветы, у нас появляется... Что еще дает? Вот то, что я свободно развожу краску, я могу еще вот вылить, вот у меня остатки, видите, вылит. И также вот просто кисточкой взять ее и вот распустить по бумаге. То есть как у меня она пойдет, то есть я не стремлюсь. Самое главное, чтобы у меня все-таки цветочки сохранили свой эффект. Вот видите, вот можно чуть-чуть в серединку вот зеленым же цветом также положить
серединку, она вот растекается и создает эффект. То есть вот у нас краска уже готова. Теперь мне надо это состояние его высушить. Высушить я должна, чтобы у меня следующий этап, когда мы будем делать прорисовку. Прорисовку надо делать больше по сухому. То есть мне надо основное изображение подсушить. То есть вот сейчас я основной цвет нанесла. Я могу для контрастности, чтобы все-таки было что-то интересное, у меня есть алая красочка, я могу еще, ну вот пока краска живая, я могу чуть-чуть вкапывать в отдельные участки красный цвет. Вот я вкапываю, и он начинает растекаться. Пусть растекается. У нас же там растут не только желтые цветы, и могут быть цветы и красненькие маленькие цветы, они будут добавлять у нас живость. И еще сейчас очень много цветет незабудок. Для незабудок вот я просто вот так беру кисточку, посмотрите, и вот так вот синей краской вот так делаю набрызг. Набрызг, причем не на цветы, а вот только на зеленое поле. Я стараюсь сделать. Если попадает синий цвет на поверхность цветка, то я не думаю, что это как-то испортит саму работу. То есть вот такие точечки, они создадут у нас переход такой вот незабудки. То есть незабудочки будут похожи. Или еще какие-то другие цвета, которые имеют голубовато-синие цвета. Вот. И сейчас наша задача все это подсушить. Мы это подсушим, потому что дальнейшая работа будет вестись уже по сухой поверхности. Пока вот эта работа высыхает, я вам покажу, как можно доработать при помощи мелков. То есть эта работа пока в стороне, она высыхает, она дойдет до нужного состояния. Вот у меня есть тоже заготовка. Она сделана точно таким же образом. То есть сюда были влиты только не желтые цветы, а цвета красные, синие, вот такие желтые оттенки небольшие. И теперь моя задача, собственно, сделать прорисовку. Для этого мне нужны будут мелки. Мелки я беру тех же оттенков, что и, собственно, использовала я в работе. И для того, чтобы у вас работа объединилась, я не буду брать большое количество мелков. Вот я взяла один голубой. И вот при помощи этого голубого я попытаюсь сейчас дорисовать эти цветы. Синие цветы чаще всего напоминают у нас васильки, да, то есть у васильков есть такой, знаете, вот он такой треугольный. Можно плашечкой сделать, вот видите, вот так боковой поверхностью могу сделать движение. Вот боковая поверхность, он дает сразу нужный мазок. И я кое-где начинаю вот края цветка оформлять. Вот оформляю края цветка. Так. Если этот цветок он напоминает мак, я сделаю лепесток пошире. Просто лепесток пошире. Вот. И у меня цветок начинает очень близко приближаться. То есть узнаваемый становится цветок. То есть и лепесточки я могу где-то по краю сделать детали. Ну вот и второй лепесточек, синий цвет. Он не мешает воспринимать основной цвет цветка, но при помощи одного цвета мы что можем сделать? Мы можем объединить всю композицию в одну, скажем так, то есть создать колористическую гармонию, то есть благодаря вот одному цвету. Здесь цветочки маленькие, можно порисовать их, как обычно мы рисуем обычные незабудки. Вот незабудочки, они мелкие. Можно по краю сделать штришочков побольше. То есть по краю, по абрису самого цветка можно сделать штришочков побольше. И вот таким образом я
как бы дооформляю саму композицию. Дооформляю. То есть можно приемы использовать для цветов разные. Вот просто рисую круги. Просто рисую круги. Они как спиральки по спиральке увеличиваются. Круги, круги, круги. По спиральке увеличиваются. И у нас получается цветок. Необычный. Можно тоже красиво оформить край. Какая-то графика может быть. То есть, по сути дела, вот эта доработка, это графическая доработка. И дети больше любят рисовать, потому что они понятны, вот эти графические варианты понятны. Взрослый человек, ему будет интересно и размытое пятно воспринимать, а ребенку хочется конкретики, конкретного решения. Поэтому, конечно, детям желательно работу каким-то образом в деталях закончить. Вот посмотрите, вот у меня уже композиция почти завершилась. Чем можно еще добавить? Можно взять зеленый мелок, такой светло-зеленый, не темный. У меня фон очень темный, и чтобы он не воспринимался таким тяжелым, я взяла в контраст светлый мелок. И листики, уже травинки, и листики растений я делаю более светлым мелком. То есть можно сделать вот такие движения, как будто трава растет. Таким образом я снимаю активность зеленого. Он становится, когда мы добавляем эти цвета, становится более светлым, появляются растения. И вот лепесточки можно сверху порисовать. Можно порисовать и при помощи того же голубого. Вот если я вот так сделаю, то он становится более понятный, к какому цветочку он относится. Да, то есть вот, и, собственно, композиция у нас завершилась. Так, вот у нас получилось. Ну, если будет интересно, можно добавлять и какие-то оживки при помощи контрастных мелков. Они будут обогащать ваш рисунок, делать его в оттенках богаче, интересней. Главное, что они не будут выбиваться из общего цвета композиции. Вот работа, по сути дела, уже завершена. Вот ее можно посмотреть. Она такая мягче. Тут сравнить здесь воскомасляные пастели, здесь. И по колориту вторая работа получилась мягче, интереснее и такой более забавной. Ну и, собственно, последний шаг нашей работы. Она еще не подсохла, к сожалению. Но я думаю, что прием выдувания я все-таки вам покажу при помощи трубочек. Что я сделаю? Я, во-первых, мне надо развести краску. У меня краска закончилась, к сожалению. Для выдувания мне нужно еще раз сделать краску. Я беру зеленую кювету, добавляю туда чуть-чуть синей краски. Вот. И в эту кювету добавлю желтый цвет. Вот желтый. У меня получится такой вот насыщенный зеленый. Видите, вот я вам и показала, как краски-то смешиваются. То есть я в синюю краску добавила желтую, и у нас получился зеленый цвет. Он более густой, чем я использовала для фона. Тем не менее, вот его можно использовать. Я наношу кляксочку. И при помощи трубочки я ее начинаю выдувать. И таким образом я делаю... Вот у меня начинают появляться травинки. Это очень такой... Они, правда, сейчас не так сильно растекаются, потому что бумага влажная. У меня бумага все-таки хорошая бумага. Но, тем не менее, можно... Они получаются очень необычные, потому что краска движется
как от ветерка, который мы двигаем. Эти вот они такие получаются лепестки. Можно так делать. Если вы будете это делать по сухой поверхности, то по сухому получится совершенно другой эффект. Я покажу на этой заготовке, как получается. То есть если я просто положу капельку, видите, она просто разбегается. Вот так, очень интересно получается. У меня немножко держит пастель воскомасляная, потому что она не позволяет двигаться краске, но даже еще эффект не получается, потому что краска как бы, посмотрите, она так отпрыгивает, создает очень интересный эффект. Легкие такие травинки появляются. Они как бы растут по поверхности. Конечно, хотелось бы, чтобы движение этой красочки создавало эффект травинок. Поэтому можно это попробовать сделать. Вот такой прием. Ну, я думаю, что все основные приемы выполнения цветочной поляны я вам показала. Мы сегодня с вами закончили одну работу на заготовке. Мы познакомились сегодня с вами несколькими техниками. Техники работы по сырому, техника выдувания и при помощи карточки. То есть вот у меня еще влажность есть, я могу еще карточкой поработать. Посмотрите. И у меня я могу работу после высыхания, я могу эту работу еще закончить. То есть у меня будет время, возможность закончить эту работу. Я думаю, что в конце видео мы окончательный вариант работы, мы вам все-таки ее продемонстрируем. Я прощаюсь. Если вас заинтересовали эти мастер-классы, то я думаю, что можно делать заявки. И мы различные варианты мастер-классов мы можем подготовить. Спасибо за внимание. Поздравляю вас с праздником. Я надеюсь, что вы очень хорошо его отметите с вашими детьми. Наше несложное, очень сложное сейчас время. Я думаю, что вам эта работа поможет найти взаимодействие, взаимосвязь, взаимовыручку с вашими же детьми. То есть вы сможете найти общий язык. Спасибо большое.